Сурода орысча келиптир, соответственно, я по-русски буду говорить. Но я этот вопрос тоже вытащил, потому что очень много подобных вопросов. Очень много. Ну, очень много. Там, я так понимаю, что это один из таких больных, болезненных вопросов в нашем обществе. Пишет девушка. Пишет: Илимбаке, здравствуйте. Мне интересно вас читать. Если будет время, не могли бы оставить свое мнение по этому вопросу. Итак, вопрос не о политике, не о бизнесе, не о спорте и даже не о космосе. Вопрос непростой, но в то же время вечный, про любовь. И хотелось бы узнать ваше мнение по поводу мужского отношения любви к женщинам. А точнее, почему все мужчины изменяют? Так ли это на самом деле? Существуют ли мужчины, которые не изменяют своим женам? Почему есть песня «Сулуларга суктанганга акым бар»? Почему, будь ты даже эталоном красоты, как Моника Белуччи, самой шикарной попой, как у Дженнифер Лопес, лучшей танцовщицей танца живота, как Шакира, не скучной, как Майли Сарус? Ну, дальше вопрос не продолжился, но, наверное, она считает, почему даже таким женщинам, наверное, изменяет. Если не изменяет, то расстаются, да, потому что мы знаем, что Дженнифер Лопес расставалась несколько раз, выходила замуж, потом уходила. Шакира тоже расставалась, Моника Белуччи расставалась несколько раз, ну и так далее. Подобных вопросов очень много, но раз меня спрашивают, я, конечно, не специалист в этом вопросе, но постараюсь ответить насколько я смогу. Знаете, вот по истечении времени я понял одно, что дело на самом деле не только в попе, не только в фигуре, не только вот в каких-то там особых эталонных частей человеческого тела. Вообще, любовь — это такая интересная штука, к которому подвержены очень многие разных возрастов. Я понял одно, что вообще для того, чтобы... Это вообще классно, что чувство любви, оно появляется у человека, потому что вот в этот момент в человеческом организме, видать, происходят очень многие разные химические процессы, необъяснимые, буря разных эмоций, когда человеку хорошо, когда он хочет жить, вот ради этого человека, хочет для этого человека делать очень многие вещи, подвиги совершать, быть еще лучше и так далее, и так далее. И если между двумя людьми появляется вот это чувство, любовь, поверьте, она появляется не только из-за красивой фигуры, красивой попы или там красивого лица. Она появляется... Это комплекс разных чувств, Это просто тысячи нам непонятных, но каким-то образом вот ощущающих тысячи чувств, которые совпадают, которые друг другу нравятся. Его же воспевают разными словами великие поэты в своих стихотворениях с невероятно красивыми словами, но все равно даже эти красивые слова, их недостаточно для того, чтобы всю бурю эмоций, бурю чувств любящих людей обозначить, раскрыть, описать, потому что это просто неведомое человечеству куча различных чувств. Но это не из-за только одной части или из-за одного характера, либо из-за просто улыбки или еще чего-то. Там же на самом деле это совокупность того, как, допустим, человек говорит, его голос, его дыхание, как он кушает, как он ест, как он смеется, как он рассуждает, как он ведет себя в определенных ситуациях, как он смотрит за собой и так далее, и так далее. Куча разных вещей. И поэтому, когда люди находят друг друга и когда они любят, мы часто вообще везде, когда тосты говорим, когда мы обращаемся к кому-то или вообще про любовь говорим, мы почему-то, оказывается, всегда говорим, что вот это достижение вот этой любви, когда они друг друга нашли, эти люди, что это вот некий конечный результат. Это, знаете, как в сказке про
принца и принцессу. Вот если вы почитаете разные сказки, 95% сказки, 95% сказки, а, сказка заканчивается, когда принц и принцесса или там принц женится на Золушке или на бедной девушке. Девушка вышла замуж за принца, они поженились и заканчиваются, жили долго и счастливо. Но ведь в реальности же именно вот когда они поженились, оттуда же и начинаются самые большие проблемы. Оттуда и начинаются все самые сложные испытания. Оттуда и начинаются все проблемы вообще. У них настоящие проблемы, вот, которые должны преодолеть, они на самом деле начинаются после того, как они поженились, эти самые принцы и принцессы. Но сказки этих вещей дальше не раскрывают. Они говорят, жили они долго и счастливо, вот поженились. Как будто бы вот эта женитьба – это итог всего, апогей вот этого всего. А потом-то в жизни-то мы смотрим, что на самом деле не так. И вот про любовь точно так же. Вот оказывается, само по себе, чтобы молодые люди или не очень молодые люди встретились, любящие люди, полюбили друг друга, нашли в себе любовь, это вообще, оказывается, не конец истории. Вообще. И невозможно, оказывается, вот они нашли и дальше рука об руку живут долго и счастливо. Когда мы на свадьбах говорим тосты, мы же говорим «Кармашкан колыңар бек болсын», мы же так говорим. Ал бек болсын деп пожелать легко, но оказывается все проблемы начинаются после того, как они встретились, полюбили друг друга. Само, оказывается, важно сохранить эту любовь. Вот это, оказывается, очень сложная вещь. Сохранить любовь, это означает, оказывается, над ним работать. Каждая любящая сторона, она должна, оказывается, работать, делать вклад для того, чтобы беречь вот эти чувства. И не расслабляться вообще. То есть само по себе то, что полюбили, химия появилась, это какой-то дар, но дар такой, вот, ребята, вам дар, вот вы полюбили друг друга, ну теперь будьте добры, пожалуйста, берегите это. И тут, оказывается, уже начинается, знаете, целое испытание любящих людей. Они должны беречь, оказывается. То есть вот ты же ухаживал как-то до того, как вы полюбили друг друга. Вот ты добивался этой девушки, дарил цветы постоянно, не забывал, там, я не знаю, дверь открывал, какие-то мелочи делал, на ужин приглашал. А почему ты перестал это делать после того, как, допустим, все полюбили и вы вместе ходите? Почему ты дальше считаешь, что дальше все должно идти так же? То есть вот как-то вот мы полюбили все, и все дальше может идти. Вот когда-то, допустим, мальчику, вот как вы говорите, как у Дженнифер Лопес, может быть, ваша попа понравилась, но почему вы считаете, что дальше все вот на этой попе, на своей попе вы можете все это дальше вынести? Почему вы так считаете? Ну, почему вы не считаете, что эта попа может надоесть? Почему вы не считаете, что рядом с тем вашим, допустим, невыносимым характером или каким-то вашей холодностью, которая вдруг у вас наступила, вот эта ваша попа перекроет вот эти проблемы? А не перекроют, оказывается. То есть одной попы вообще недостаточно. Одного красивого лица вообще недостаточно. Одного того, почему это вот после того, как химия началась, дальше на этом вы всю жизнь не проедете. Оказывается, нужно работать. И вот тут начинается вот этот тот вопрос, который вы говорите. Не обязательно, чтобы все мужчины изменяли. Это не стопроцентный алгоритм, чтобы мужчины изменяли. Но девушки тоже изменяют. И жены тоже изменяют. И это факт. Просто девушки и жены, они изменяют по-умному. Мужики, мы тупо изменяем. Мы же немножко вот такие в целом. Мы очень глупо какие-то вещи делаем. Не хитро,
у нас мозгов меньше, чем у девушек, у нас осторожности меньше, чем у девушек, аккуратности меньше, чем у девушек. Мы реально раздолбая, вот если, допустим, в целом взять женщину и мужчину, мы намного раздолбая, и поэтому делаем очень аккуратно, и поэтому ор қойып, когда мужик изменяет, он шығып қалады да, и от того, что там шығып қалды, там шығып қалды, там шығып қалды, там шығып қалды, в обществе кажется, что все мужики изменяют. А женщин не изменяют. Нет, это не так совершенно. Девушки, и жены, и женщины, они изменяют. Но никто никогда процент этот, естественно, не выведет, потому что ну, кто будет признаваться в интервью, что они изменяют? Ну, какие-то опросы делать, кто будет говорить, что эти опросы, там, допустим, реальные? Невозможно. Статистику невозможно привести. Поэтому считается, что мужчины в большинстве своем изменяют, ну, потому что мужики изменяют очень по-глупому в целом, все делают по-глупому. Мы забывчивые, там, мужики забывают презервативы, использованные в машине, там эти даже не использованные, чистые презервативы, потом не могут объяснить, это вообще чей презерватив, и говорят, это друга или того, и того. Это глупо. Ну вот на таких вещах и обычно мужики попадают, а женщины нет, не попадают. Они очень осторожны, они очень аккуратно делают, и, ну и правильно делают, и мужикам пора научиться. Но я не к тому, что все подряд изменяют и так далее, и так далее. Я к тому, что вообще этот вопрос того, что мы не должны считать, что вот это мы влюбились, нашли друг друга, и вот это самое главное впереди. Это вот самое главное, чтобы работать над этой любовью. Знаете, я еще пару раз, по-моему, пост писал, это я потом понял. Вот любящие люди же, они же стараются не разлучаться, всегда быть вместе и так далее, и так далее. Там в некоторых моментах я понял, что уезжать вот в командировки, уходить друг от друга тоже очень важно. Это тоже часть работы над этой любовью, оказывается, потому что надоедает все. В этой жизни людям надоедает все. И даже любовь и любимые люди друг другу надоедают. И поэтому время от времени то, что они там разлучаются, то, что там уходят в командировки, или то, что там где-то отдельно отдыхают, это тоже часть работы. Но это комплекс работы, над которым нужно работать. И поэтому только лишь на одной попе, только лишь на одних грудях, только лишь на одних там губах или улыбке, или там на умных речах ты не выедешь. Вот вначале девушка может, допустим, быть очарован твоим длинным языком, базаром, я имею в виду базар. Вот ты красиво говоришь, язык у тебя прям прекрасно работает, там, и так далее, но через какое-то время, если за этим языком не будет какой-то основы, то есть этот человек не будет что-то делать из миллиона того, что он говорит, хотя бы 5% не будет делать, то это тоже девушке надоест. Вот эти красивые изречения, красивые песни и так далее, и так далее. Это такая постоянная работа. Точно так же, как у принца и принцессы после того, как они поженились, начинаются все проблемы и сложности, точно так же у любящих людей на самом деле настоящее испытание по сохранению этой любви начинается после того, как они встретились и полюбили друг друга. Поэтому работайте. Я могу только вот это сказать, как говорил один герой, относительно недавно герой Чечни, в Чечне российский герой, помните, который мемом стал. Работайте, ребята. Точно так же я скажу, работайте, ребята, над любовью, над чувствами. Это очень важно.